практически денумадат. شو دعوا لوتشينا اللي هو الشاب بين حال شو ده حقيقة شينا شو نأسو problem ني وش حقيقة دات شو أشأسو ذاترا شيء شو ما دات جلا تعمره بيتوق أي شيء نعم تين وش ديت بو قوت ترغد إن الحركوش شو أصلا شيء كير جين بو تقوت ترغد إن موتشندون إكير تمير هما دوت سندو إذا تعدوا غدا يشتين وش أتو بوجنا بلا إيش ما يشتغل كتير جن إيش تيد بس غدا آخر شن متين وش ديت سأل سنة دي شركيردر إذا دينادات يتجرب وتشكوك دون خط صلصة بالشنفرة تجن راس ومتك باقر ده كان ساميست سبوتنيك يجد نمنا يشون شيء ويدرت بيالنا ويدرت بجبال بوتربوش. Строительство административных и ведомственных объектов здесь практически завершено. Все внимание приковано к облагораживанию прилегающих территорий. Рабочие, в свою очередь, здесь трудятся, не покладая рук. Салман Закриев поручил министру культуры внести свое предложение по плану празднования открытия района после реконструкции. تاز بويش خلشتون تاز نيدا فنيمان شايق نسريني وهي رزاني تشامبو ايه ويتون خزدو تشيل عدو اللي هم خزخل مديز خز داديس نك دعوتين دو كرتين دكن ساعة نشاط دكن ساعة ساعة شكشتو شكتا وديز. В эти дни должны завершиться работы по укладке асфальтом. С сегодняшнего дня по поручению руководителя оперативного штаба Салмана Закриева все главы районов, министерств и ведомств должны выйти на районный субботник. До наступления дня рождения главы республики Рамзана Кадырова члены оперштаба обязали завершить все работы и представить районы в новом облике. Элина Дадаева, Резван Абдулмуслимов, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Водоканал Гудермесский в прямом смысле может стать оазисом для нескольких сел Гудермесского района. Еще совсем недавно жители этих селений получали жизненно необходимую воду всеми возможными способами – из колодца, водоемов или покупали бутилированную жидкость. Однако после того, как о проблеме узнал глава республики Рамзан Кадыров, по его поручению в районе приступили к буровым работам. Воду нашли, и уже совсем скоро новый водоканал обеспечит живительной влагой населенные пункты жителей района. Ваха Ацаев оценил масштабы стройки. Эту площадку называют настоящей находкой. Строящийся водозабор на окраине села Комсомольское должен обеспечить водой порядка 10 сел Гудермесского района. Трудно поверить, что меньше месяца назад здесь не было абсолютно ничего. Причина оживления этого места – дефицит воды в районе и волевое решение главы республики. С тех пор, как Рамзан Кадыров узнал о такой проблеме, этот вопрос у него на контроле. На сегодняшний день 6 пробуренных скважин уже вышли к воде. Всего их будет 10. Представитель инженерно-технологической службы показывает на схеме, как они будут расположены на территории в 10 гектаров. Этот водозабор строится с нуля. Здесь, как я уже сказал, когда мы приехали, было чистое поле. Поэтому сложно было? Ну, сложно начинать. Добытая вода – чисто артезианский источник из глубины 150 метров. Работники Грознефтегаз предполагают, что если водозабор заработает, он может обеспечить водой намного большие территории, чем один район. Для этого даже не понадобятся все ресурсы скважин, говорят специалисты. Полученная вода прошла все лабораторные анализы, и ее можно пить. Вода отличная. По всем параметрам она даже лучше, чем мы пьем. Жесткость. Химический состав полностью соответствует категории. Генеральный директор Грознефтегаза у себя в кабинете на схеме показывает вид будущего водозабора. По его словам, технология хотя и простая, но некоторые сложности возникали. Очень большой объем работ предстоит, значит, за пределами водозабора. Это трубопроводы. Значит, объект важный, объект, как вы видите, значит, большой. Объект должен обеспечить, данный водозабор должен обеспечить водой 10 самых крупных населенных пунктов Гудермесского района. Для окончания начатых работ сроки не определены, однако строители намерены сдать водозабор до прихода сезона дождей или хотя бы до зимы. Фаха Ацаев, Магомед Сулейманов, Заур Магомадов. Новости.
А вот жители поселка Мичурино, что в Грозном, не в ожидании строительства водоканала, а наоборот, принимают самое активное участие в его разрушении. После того, как городская мэрия решила вмешаться в такое положение дел, выяснилось, что земли некоторых из этих несознательных жителей поселка захвачены самовольно. О разрушении и загрязнении канализационными стоками единственного водоканала, который, к слову сказать, обслуживает несколько госхозов, всего лишь следствие использования ими не своих территорий. В этой проблеме решил разобраться наш корреспондент Бадрих Хангоев. Любое время можно поднимать. Вопрос. Вот до сюда. Надо сверху, чтобы плиты. Согласен с этим. Начинается этот канал с селения Бердыкел и заканчивается в госхозе Юбилейный. Протяженность его около 15 километров. Похоже, жители поселка Мичурино, пока республика восстанавливалась, занимались самозахватом близлежащих к их домам земель. Пройдя здесь, можно увидеть, каким приспособлением является для них канал. Эти проблемы в Мичурино будут решены в ближайшее время, заявляют представители мэрии Грозного. Нам не то, что пройти, даже техника, чтобы могла пройти и работать, не представляется возможным в связи с тем, что люди, проживающие в поселке, русло канала поменяли, и забор отодвинули, и пустили даже канализацию в эту родниковую воду. Но мы пригласили участковую службу и других служб, которые непосредственно занимаются этим каналом, чтобы разобрались и приняли меры для нарушителей. Этот канал необходим для орощения сельскохозяйственных угодий. Если температура следующим летом будет на такой же высокой отметке, как и в этом году, то госхозы Юбилейный и Петропавловский, где под посев выделено около 3000 гектаров земли, будут терпеть убытки. Мы возродим сельскохозяйственное использование земель, орошаемые земли, так называемые. Это можно использовать под огороды, под садоводство, под поливные культуры. Это очень важно для сельского хозяйства, особенно для госхозов, прилегающих к этому каналу. Представители Комитета земельных отношений заявляют, что в отношении нарушителей, которые занялись самозахватом, будут возбуждены уголовные дела, и за засоренные и оросительные каналы накажут в соответствии с законом. Заборы, которые выдвинуты, некоторые на 3, на 4, на 5 метров, они мешают работе. Их любыми силами, имеющимися сегодня в администрации, эти заборы будут выдвинуты на первоочередное место. Если нужно, будут привлечены силовые структуры, если нужно, будут заведены уголовные дела. В течение 20 лет этот канал оставался в запустении, зарос кустарником и деревьями. За период работ, которые начались в середине сентября, уже очищено около 6 километров водовода. Бадрих Хангоев, Джамлаил Хажалиев, при поддержке пресс-службы мэрии Грозного. Новости. Сегодня состоялось перемирие в поселке Алды города Грозный. В прошлое воскресенье на улице Мазаева произошла авария, в результате которой погиб житель этого поселка Алимпаша Хаджимурадов. Похороны продолжаются и сегодня. Именно сюда и пришли родственники виновника дорожного происшествия Абу Хаджиева на примирение. Ранее семья пострадавших Хаджимурадовых дала согласие на то, чтобы простить виновную сторону. صدوش حدو الله صدوش اش اله اثنا خنت اخدل صحهم دو خدت دوشون درس يا احداث بيقبات وش قون خيخ الله مود اتش اتحن دي دوش لرده ساكنت وما بيز دلري سولشون. Как виновные, так и пострадавшие говорят здесь о трагедиях, связанных с быстрой ездой на дорогах. Однако ничто не изменится, пока разговоры не перейдут в реальные дела, то есть в соблюдение правил дорожного движения, считают они. Тем более, что религия тоже не одобряет это. تانا خلدوش ظلم سجوير در إذا دق und بقبال سنجت مغير يؤذ ناغح.
Мелодичная домбра – это казахский народный музыкальный инструмент. Зажигательный апипя – традиционный татарский танец. Ну а бишбармак уже давно стал общим блюдом для всех тюркоязычных народов. Именно в честь них в актовом зале Дома печати состоялся торжественный концерт с участием звезд национальных автономий и чеченской эстрады. Главным организатором события выступило Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации. С места событий наш корреспондент Зура Саламова. Музыкант, настраивающий свою домбру, молодые танцоры в красочных костюмах и даже невеста, правда без жениха. Все они как герои старых фильмов про то, как дружно живут в одной стране самые разные национальности. У каждого из них свои особенности, даже в небольших деталях их нарядов можно почувствовать дух того или иного народа. Когда девушка выходит замуж, сама красить на руки, это обычай наш, чтобы красить ее. Еще задолго до начала фестиваля зал был переполнен. Любителей культуры и искусств тюркоязычных народов оказалось как никогда много. Впрочем, как и самих участников. Это кумыки, тюркомесхетинцы, нагайцы и татары. Все эти народы сегодня проживают на территории Чеченской Республики в дружбе и согласии. Приветственное слово взял первый заместитель министра Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации. В своем выступлении Казбек Ахмадов отметил вклад первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова в укрепление межнациональных отношений. Сегодня, благодаря энергичной деятельности и огромным организаторским способностям Рамзана Ахматовича Кадырова, Чеченская Республика возродилась. Она уверенно встала на путь созидания и дальнейшего развития. В республике решаются исторические важные задачи, связанные с динамичной реконструкцией во всех сферах жизнедеятельности общества. Именно налаживание и укрепление межнационального и межконфессионального мира считал делом первостепенной важности первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, дал дело в адрес. Благодаря его твердой, непреклонной гражданской позиции нам удалось вывести ситуацию на победный рубеж межэтнического мира и согласия. Этот стратегический курс сегодня эффективно продолжает глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Для каждого из этих народов сегодняшний день – это не просто праздник, но и возможность в очередной раз почувствовать себя неотъемлемой частью сильного государства. Для этого руководство республики прилагает немало усилий. Сегодня от всей души мы благодарим организаторов этих прекрасных праздников, Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации в лице молодого и энергичного министра Саралиева Шамсаила Юнусовича и его команду. Мы вновь и вновь выражаем огромное уважение, поддержку и говорим спасибо главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за все, что сделано для нас, для всего народа Чеченской Республики. Уже после началась основная часть праздничного мероприятия. Выступления молодых талантов не оставили равнодушным никого. Песни и танцы в каждом номере передавали весь национальный колорит народа. На первый взгляд здесь все так схоже и в то же время своеобразно. Как будто зал на мгновение перенесся в другое измерение, где много нового и одновременно родного. Этот праздник способствует сохранению и обогащению культур наших народов, создает благоприятный климат для гармонизации межнациональных отношений. И этот благоприятный климат создан благодаря нашему уважаемому главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, за что ему низкий поклон от кумыков Чеченской Республики. На востоке, на востоке. В завершении культурной части перешли к награждениям. Представители каждого из тюркоязычных народов были награждены денежными премиями в размере 20 тысяч рублей и почетными грамотами от Министерства Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Также от парламента Чеченской Республики были переданы благодарственные письма. Национальный культурный центр села Рагуны Гудермесского района Чеченской Республики за большой вклад в гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие культуры и искусств народа Чеченской Республики, министр Саралиев Шамсаил Юнусович.
Помимо песен и танцев, у каждого народа есть еще одна не менее важная особенность – национальные блюда. По сложившейся традиции, после концертной программы все гости отправились к накрытым столам. Здесь была представлена самая разная еда, начиная от горячих блюд и заканчивая десертами. Рецепты многих из них дошли от предков, как, например, этот кумыкский хлеб – дамык. Масляный хлеб переводится. Это из чистой, простой воды замешивают тесто, катают, потом уже заворачивают и как слоеное получается, слоеный на масле хлеб. Однако здесь можно было отведать не только национальные блюда, но и посмотреть предметы быта и прикладного искусства. Все это говорит не только о богатом культурном наследии этих народов, но и братских отношениях наших предков, которые не ослабли и по сей день. Зура Саламова, Алик Хошаев, Вах Контаев. Новости.